Мои дорогие, доброе утро, Ирзик Хелшин, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». Друзья, мальчиков отправила уже на работу, они у меня поели яичницу, а мы с мамой будем сегодня есть кукурузную кашу. Я каждое утро, практически каждое утро варю маме кашу и стараюсь их всегда, друзья, чередовать. Сегодня хочу сварить кукурузную, ну и решила тоже вам показать, может быть, кому-то понадобится. Или просто так показать, какую кашу мы едим. Значит, у меня вот такая вот кукурузная крупа. Кукурузная крупа, в принципе, друзья, везде, наверное, продается по-разному. Это не очень такая крупная кукурузная крупа. Есть еще крупнее, которую нужно варить дольше. А это такая и не как мука, и чуть-чуть меньше, чем такого грубого помола как бы. Есть даже крупа кукурузная, как манная. У нас продается, ну, везде, наверное, сейчас продается в таких вот пакетах. А вообще у нас, в принципе, раньше наши мамы и бабушки варили кашу из кукурузной муки обычной. Не крупа, а кукурузная мука, из которой мы делаем наш национальный хлеб, сыскал, кукурузный хлеб. Из нее кашу варить, в принципе, немножко бывает трудновато, потому что она получается, если нехорошо все это делать, комочками. Поэтому мне все-таки нравится вот такая крупа. Так, значит, что и как. У меня тут я налила 4 кружки вот такой вот воды, вот такой вот кружки я имею в виду, и вот такая вот кружка крупы. Но крупу я промыла уже заранее. Просто вам показала, налила. Вот так вот я ее промыла несколько раз, чтобы вода стекла. Кто его знает, чем обрабатывают эту крупу. Значит, вода у меня уже кипит. Теперь я немножечко положу сюда масла сливочного, прям просто вот для вкуса. Масло, конечно, не обязательно. Но ни мама, ни я у нас не на диете, как вы знаете. Я уже посолила водичку. И мы любим кашу с молоком. Я пока поварю ее в воде, а потом добавлю молоко, друзья. Вот, как видите, крупа промытая. И все. Мы ее сюда засыпаем. Вот 3 цыпленка не смогла загнать в клетку. И они уже под навесом и постоянно мне мешают. Друзья, как у вас дела, как у вас с погодой? У нас ужасная жара, конечно, но делать нечего, приходится привыкать. Если честно, признаюсь вам, я ночами не сплю практически, потому что за целый день в комнате накапливается тепло, бывает очень душно. Иногда даже выхожу на нашу террасу, сижу часами там ночью, пока немножко не приду в себя. Не знаю, когда эта жара спадет. Некоторые уже жалуются, что у них холодно, а у нас еще очень жарко и жарко. Так, ну все, теперь подождем, пока закипит. И поставим на медленный огонь, ну, минут на 7-10. Но я вам точно скажу, сколько она у меня прокипела. Потому что крупа, как я сказала, не очень крупная. Крупную крупу нужно варить 15-20 минут. Сейчас просто закипит, мы убавим газ, и она будет на медленном огне кашка томиться. Что закипело, теперь мы убавляем газ и оставляем на медленном огне вариться. Когда уже начинает вода выкипать отсюда, она, конечно, может пригорать, поэтому надо мешать очень часто. Вот пока мы оставим, накроем крышкой и оставим томиться. Друзья, пока я говорю на 7-10 минут. Если будет что-то, я вам скажу. Так, и, друзья, вот каша моя варится уже 7 минут. И, как видите, она уже загустела и уже почти готова. И, видите, она густая. В принципе, сюда можно уже, если не хотите, ничего наливать не надо.
но я хочу кашу с молоком. Ну, молочную кашу. А маме все-таки лучше и молоко, и питательное что-то, потому что бабушке нужны силы, как бы. Ей диета не нужна. Ну, и я буду ее есть с молоком. Может быть, мне бы и нужна была диета, но я не сижу на диетах. Так, значит, все. Молоко. Желательно, конечно, молоко теплое. Теплое или горячее. У меня как раз молоко сразу же после коровы, парное. Вот, кружку молока. Можно кипяченое сразу горячее, это будет более быстрее происходить. Но я не стала его кипятить, пачкать себе кастрюльку. Молоко тепленькое, только подоила. Вот теперь, ну, еще минутки 3-4, может быть, каша покипит вместе с молочком. Будет все вкусненько. А кто хочет, может, конечно, добавлять сахар, любые ягоды. Но мы каши не любим сладкие, как бы, друзья. И поэтому у нас будет каша с творогом. Можно с сыром. Сегодня у меня сыра просто нет, я не делала сыр. Эти 3-4 дня пропускаю молоко, чтобы себе сделать масло, потому что на зиму не накопила масла. Вот. Ну все, теперь снова под крышкой потомим. Ну вот так вот прикрыли крышкой и будем томить. Ну, минуты 3-4, как я сказала. Каша уже практически готова, просто нам с молоком пропитается. Как видите, уже варится. Вот так вот понемножечку будет вариться. Она будет такая вот такая вот. Вот просила, чтобы мне помог мне со съемкой Ибрагим дома. Но убежал. У него нет терпения мне помогать. Одной рукой снимать, одной рукой мешать. Бывает неудобно. Вот так вот, друзья. Ну все, пусть теперь поварится. Я подготовлю творог и будем завтракать. Ну вот, друзья, наша каша уже готова. Она получилась очень нежная. Вот такая вот, видите. Я не люблю очень густые каши. И мы с мамой будем завтракать. Неаккуратная. Испачкала тарелку. Вот так вот. Так. Вот. Я снимаю. И вот так вот посыплем творогом. Ну давай, покажи теперь, зашел же. Так, ну вот так вот посыпали кашку творогом. А как я сказала, кто любит, может посыпать изюмом, сладким, хоть чем-то, хоть повидлом, хоть... ну, кто любит сладкое, мы любим такое. Творог у нас только не соленый. Вот соленым творогом я не люблю. Вообще даже не солю творог почему-то. Но можно было бы с сыром. Вот если бы с сыром, то уже было бы чуть-чуть соленое. Короче, вот такой вот завтрак у нас с мамой сегодня. Готовьте тоже кашу кукурузную. Конечно, я ничего нового не открыла, но вот как вариант. Может, кто-то забыл о кукурузной каше. Ну вот, друзья, после завтрака я пришла в огород. Мне нужно собрать огурчики, пока еще не очень жарко стало. Просто зашла посмотреть. Так, вот еще цветная капуста. Ее, по-моему, тоже пора уже срезать, пока она такая. Конечно, вот созрела такая капуста понемножечку. Ну, все понемножку есть, конечно, хоть и не очень важно. Но, видите, эту тоже надо сегодня срезать. Брокколи. Хотя в этом году брокколи, конечно, тоже не важное, но, как знаете, из-за жары, скорее всего. Буду сейчас ее срезать. Так, эту тоже уже пора. Видите, я ее не прикрыла, она желтенькая. Оказывается, надо было прикрывать, я не знала.
Вот тоже. Сегодня срежу сейчас. Сначала нарву огурчики. Так. Вот так. Вот тут я уже срезала. Ну, скоро должны появиться еще качанчики. Вот тут тоже срежу. Так. И из-за жары, видите, болгарка вот так вот получила такие вот ожоги. Ну, помидоры понемногу зреют, но они у меня в плачевном виде, как бы. Вот. Это, видимо, хурма. У меня очень сын любит этот сорт хурмы. Уже несколько раз сказал: мама, у тебя когда-то очень вкусные помидоры были, хурма такие. Ну, вот видите, тоже помидорки тоже сейчас сорву. Бурелые и не бурелые. Вот такие вот черри зреют. Тоже нарву, они дома у меня дозреют. Не знаю, но все равно, хоть в этом году и так, но мне нравится, что со своего огорода. Видите, хорошенький помидорчик. Они были бы в этом году очень хорошими, но я сама тут немножко начудила, обожгла их. Ну и погода, как вы знаете. Вот видите, немножко больные. Вот как-то так. Вот капуста. Уже и такая капуста, уже ее можно срезать, как бы есть. Баклажаны. Есть еще немножко. Ой, никак не покажу. Кругленькие. Ну, помидорки есть, видите? Вот какой хороший. Сейчас. Вот. Вот какой помидор. Ну все, сейчас пойдем рвать огурцы. Так, это у меня кабачки я посадила буквально недавно. Так, солнышко. Вот. Ну все, пойдемте сначала сорвем огурцы. У меня как раз еще есть заказ. Я себе уже больше солить не собираюсь. Все, как я сказала. Больше не буду собирать. Это вот мне надо еще прорядить вот эти вот огурчики, которые я сажала, ну, намного позже, чем эти. Они у меня в лунке, вон, видите, по 4-5 штук. Но только это буду делать вечером, потому что солнышко уже хорошенечко уже печет, хоть и рано. Это буду делать уже вечером, попозже. Сейчас быстренько нарву огурцы. И все. Вот, видите, висят мои огурчики. Так. Вот такие вот. Я просто в огород не принесла микрофон, мне он мешает. Видите, этот, видимо, уже я как-то упустила. Так, вот. Ну, у меня есть заказ и на салатные огурцы, и на такие. Сколько будет, столько будет. Вот видите, есть маленькие. Ой, руку подставила. Так, ну что, вот висят огурцы. Я уже продала один раз, друзья, 10 килограмм засолочных и килограмма 4 таких салатных, как бы. Ну, сколько будет, столько будет, все. Я уже не переживаю. Посолить посолила. Поесть для нас есть. Ну, как уже... Я знаю, что на этих огурцах я много чего не сделаю, не заработаю. Поэтому не очень-то переживаю за них. Но все равно пускай сколько будут плодоносить, столько и будет. Вот, видите, завязи есть. Солнышко светит, я не вижу, что я снимаю. Вот так вот. Ну все, друзья, все, не буду больше. Так, покажу еще, может, кабачки у меня выросли. Так, ну вот, друзья, нарвала я огурцы. Это засолочные, это на салат, а эти вообще большие. Уже приехал клиент, сейчас быстренько взвешу и отдам. Вот как-то так, друзья. Ой, отправила клиента, не успела снять. Ну, вы видели огурцы. Короче, у меня получилось 16 килограмм засолочных и 12 килограмм салатных. И вот эти вот переростки
Это просто мне надо было еще вчера собирать огурцы. Я не собрала. Просто раз не любят говорить о болезни, я поэтому не говорила. Вчера я себя очень плохо чувствовала и ничего не делала, честно вам признаюсь. Даже думала, может быть, как-то сходить к врачу и подкорректировать свое лечение. Но сегодня вроде бы уже получше. 5-й день сегодня уколов. Так, и что еще я хотела сказать? И перед этим у меня собирал огурцы и Брашка, Ибрагим, поэтому они вот такие вот он никогда не собирал. Первый раз его попросила позавчера, чтобы он мне собрал. Даже не позавчера, получается, 2 дня тому назад собраны. Вчера. Но я обычно собираю огурцы через день. Поэтому вот такие переростки. Ну ничего, они не старые, просто они вот... Это соджа такой. Мы их будем есть вместо воды, они очень вкусные. Вот так вот. И друзья будут сразу, наверное, спрашивать, по какой цене огурцы я продаю. Я еще не знаю. Просто огурцы забрала родственница наша, двоюродного брата моего мужа, жена. Она всегда их покупает у меня каждый год. Но я не знаю цену, потому что в Назране не была. Не знаю цену. Надо узнать, какая цена на рынке. И обычно рублей на 5, на 10 я продаю дешевле. Так что пока не знаю, сколько будут они стоить. Ни засолочные, ни салатные. Вот так вот, друзья. Так, ну вот, друзья, собрала я еще кое-какой наш урожай. Капусту, брокколи, цветную и обычную капусту, как видите. Немножечко болгарщика, острого перчика. Вот такие баклажанчики. Мне очень нравятся вот эти вот. Я их кружочками нарезаю и жарю для себя. Так, ну помидоры, конечно, не важные. Помидоры вот такие. Я и чуть бурилы сорвала, пусть у меня не краснеют, потому что они просто горят на солнышке. Но это вот огурцы, что оставались после того, как я отдала картошечку. Выкопала ведро уже. То ведро, что с Аишкой копали, уже все закончилось. Ну вот так вот, друзья. Дальше пойду, наверное, поеду в больницу на уколы. Друзья, короче, я управилась со своими делами по дому. Сходила в амбулаторию, сделала уколы. Жарко у нас очень. И мне Ибрагим нарвал, как видите, алычу. Видите, вот такую вот красную, но она недозрелая еще оказалась. Это еще вот такие вот еще созрели, а вот это вот еще нет. Поэтому эту алычу я с этой алычой сегодня делать ничего не буду. Пусть она у меня постоит день-два. Ну, посмотрим. Может быть, только день, а может и 2. Потому что действительно она очень крепкая. И нарвал вот такую вот желтую. Ну, я его попросила вот такую желтую алычу. Я ее уже промыла. А она даже перезрелая, друзья. И я сегодня хочу сделать из него джем или повидло. Не знаю, посмотрим, как получится. Немножко с кислинкой, повидло, мне кажется, на пироги будет очень вкусно. Поэтому вот решила сделать так. Значит, как я сказала, я уже промыла. И сейчас пересыплю сюда в кастрюлю. Вот так вот. Немножко осталось зеленушки. Так. И теперь налью сюда водички. Чтобы она прикрывала алычу. Значит, чтобы вода прикрывала алычу, как я сказала. Ну вот так вот, друзья, налила водички, чтобы она прикрывала алычу. Теперь пусть она закипает. После закипания 3-4 минутки, наверное, поварим, чтобы там кожура у алычи лопнула, и мы будем протирать ее через сито. А пока будем ждать. Ну вот, друзья, алыча уже закипела, как видите. И больше ее варить не надо, потому что она была перезревшая. Все, она лопнула. Теперь будем делать из нее пюре. Так, ну вот, друзья, теперь воду я слила с алычи. И теперь буду протирать ее через сито, чтобы и шкурку убрать, и косточки убрать. Не стала ждать, пока остынет.
Не буду вас томить. Вот так вот я перетру все, потом вам покажу. Ну все, друзья, вот мы перетерли. Значит, у меня там было алычи, я вам скажу, не полное 7-литровое ведро. Ну, я не знаю, сколько там было килограмм. Но я взвесила уже готовую, как бы, вот эту вот кашу. Она у меня 1,7 кг. Вот на это 1,7 кг я добавлю килограмм сахара, не больше. По рецепту вообще даже меньше. По этому рецепту нужно напополам сахара, например, если там 1,7 кг, то получается где-то 850 грамм сахара. Ну, я чуть-чуть больше добавила, килограмм будет. И теперь перемешаем. И все, теперь будем варить, ну, посмотрим по ходу, минут 30-40, наверное, по мере загустения. Но придется, конечно, его мешать. Тут у меня у кастрюли дно толстенькое, но тем не менее его надо будет часто помешивать, так что другими делами у меня не получится заняться, пока я не сварю этот джем или повидло. Вот. Ну, посмотрим. Оно должно быть вкусное. Я его готовила, правда, очень давно, года, наверное, 4 или 5 тому назад. Был записан у меня рецепт. Но с кислинкой мне нравится чуть-чуть. Мальчики, конечно, не очень его так-то едят, в принципе. Ну, вот мне нравится саладушками, с блинчиками иногда, хотя я и не очень-то тоже люблю со сладким оладушки и блинчики. Но вот в пироги действительно я его хочу. Вот. Надо будет еще попросить Ибрагима, чтобы он мне нарвал, потому что этого, конечно, нам будет мало. Вот так вот. И да, как раз вспомнила про Ибрагима. Экзамен вступительный Ибрагим сдал. Сегодня пришел результат, его приняли. Так что теперь у нас будет еще студент-очник. Он был у нас на заочном. Будет очник. Разговаривала сегодня с старшим сыном. Я говорю, может быть, мы его заочного уберем, как бы зачем ему нужно будет два образования. Колледж же, если бы еще было высшее, то другое дело. На что мне старший сын сказал, если он потянет обе, пускай учится. Там, правда, в платном учится первые 25 000, нам надо в год платить, где он учится на юриста. А тут вот точно я не знаю, надо его спросить, он на программиста и сказал, что по какой-то более усложненной, ну там несколько факультетов, наверное, было. Он сказал, мам, я на более усложненное сдал. Даже, в принципе, чтобы прошел получше. Друзья, эти же колледжи, бывшие ПТУшки, получается, наши училища, что раньше никто туда даже не поступал, как бы и не ходил, но сейчас они даже дорогие получаются. Как я сказала, раньше мы обычно в училище поступали, ну, петушок. В училище шли, когда мы не набирали баллы, как я, например, или кто плохо учился. Ну, а теперь некоторые колледжи даже очень дорогие. Если не попадаешь на бюджетное, то чтобы проучиться в колледже платно, нужно и 50, и 75, и 100 тысяч платить в год. Ну, и 25, по-моему, заочно, вот как мы платим. Так что сейчас просто так и в колледж не попадешь. Будем надеяться, что он будет хорошо учиться и пойдет дальше, потому что, как я вам уже рассказывала, старших 2 сына у меня высшее образование так и не закончили. Хотя, может быть, еще у них не все потеряно, может быть, поступят. Посмотрим. Потому что знания у них есть. Из-за Ибрагима тоже я не переживала, что он по знаниям не пройдет. Факт, что вот Ибрагим сдал нормальный экзамен и нормально сдал, не то что сдал, а аттестат у него об образовании 9 класса был хороший, как я повторяюсь. Ну все, теперь будем ждать,
как он будет учиться. И надо будет его действительно проверять постоянно, чтобы он хорошо учился. Но он обещает и говорит, что уже все осознал, что будет хорошо учиться. Посмотрим, как он будет учиться, буду я вам рассказывать. Все, друзья, ну теперь я больше не буду вас томить. Повидло уже начинает джем или повидло, как его называть, я точно не знаю, закипать. Пока его оставим чуть-чуть в покое. Сделаю поменьше газ. И все, и пусть оно варится. И, наверное, между тем я чем-нибудь займусь. Просто так тоже время проводить нельзя. Так, ну вот, друзья, повидло у меня уже варится полчаса. Ничего не подгорело, оно очень вкусное. Действительно такое с кислинкой. И смотрите, мне кажется, оно уже готово. Правда, оно еще не очень-то совсем еще остыло, но горячее. Буквально 2-3 минуты, как я его только с огня сюда налила. Мне нравится. И цвет красивый, как видите. Да и, по-моему, гуще уже и не надо, да? Будем закатывать баночки. Баночки я помыла. Сейчас кипятится у меня водичка. Простерилизую их. Так, ну вот, друзья, 3 баночки таких. И вот эта вот плошка получилась у меня. Повидло. Подай ложечку, пожалуйста. Вот такое вот. Оно, правда, еще горячее. Посмотрим, когда остынет. Я вам еще покажу. Может быть, не может быть, она должно быть действительно погуще. Ну, вот так вот, друзья. Ну вот, друзья, сегодняшний свой влог я, наверное, закончу. Вот так вот я вам показала небольшой кусочек моего дня. Это, конечно, небольшой кусок, действительно. День очень длинный, делов очень много. Но лишь бы мы могли это делать. Действительно, друзья, вы знаете, вот вчера не могла ничего делать, сидела, мне было не по себе. Я отдыхаю, когда работаю с удовольствием. Тем более, когда я вижу плоды своего труда. Для меня это просто радость. Ну, конечно, бывает усталость, но меня никто же не подгоняет, я могу в любое время и отдохнуть, и сесть. Но я рада каждому дню, каждому часу, в которому я могу что-то делать. Я действительно очень много сидела, лежала, что для меня, наоборот, в радость, когда я что-то делаю. 3 года из моей жизни, которые практически были вычеркнуты, мне кажется, было вечностью. Поэтому действительно, друзья, ну, конечно, переусердствовать это неправильно, хотя я это тоже делаю, но не знаю, это в крови у меня, наверное. Но все-таки, мне кажется, движение – это жизнь. Когда ты двигаешься, когда ты что-то делаешь, и когда тебе действительно то, что ты делаешь, доставляет радость, это очень даже хорошо. Ну вот, сегодня еще творожок, вон, как видите, сделала. Может быть, еще и вареники сегодня сделаю, а может быть и нет. Уже по настроению, и как я буду успевать, ну, еще по другим делам нужно, чего еще и готовить мальчикам нужно. И благо дело, друзья, у меня сейчас больше свободного времени, хотя мне нужно и готовить, но когда я уже готовлю каждый раз, там, обед, завтрак, ужин в одно и то же определенное время, то намного легче. Дело в том, что у меня, пока мои мальчики работают у нас в селе, им не нужно мне сразу готовить с вечера или там утром сразу же и обед, и завтрак. Поэтому у меня еще немножечко так уладилось то, что я могу вот потихонечку готовить по мере поступления. И когда они работают в селе, действительно, они могут приехать вдруг, если у меня что-то не готово. У меня не такие привередливые, конечно, пацаны. Если не готово, ничего страшного. Они мне даже, ну, если бывает в процессе приготовления, если не хотят ждать, мам, дай нам там сметанки и творожок, что там есть, мы быстро перекусим и поедем. Иногда даже так бывает, что вот, ну, не успела я сварить или там не могла я. Поэтому иногда могут сами себе яичницу сделать прекрасно. В принципе, каждый из них прекрасно может сделать любое блюдо, кроме мучного, конечно. Но не делают, хотя умеют. Вот так вот, друзья.
Ну, конечно, если я, не дай Боже, слягу, конечно, они сделают это. Они ко всему приучены. Вот так вот, не знаю, как и что, но день практически прошел. Я благодарна вам за ваши просмотры, за ваши подписки. Последние дни что-то вот у меня давно не было ни рекламы, ничего, но такие интенсивные подписки идут. Я не знаю, откуда идут люди, хотя просмотров тоже мало. Но я понимаю, что люди все заняты, точно так же, как и я, как и все. Лето, один летний день кормит весь год, практически можно сказать, потому что и заготовки, и все-все, да еще люди, некоторые люди отдыхают в отпусках. Не все успевают смотреть YouTube, я это тоже понимаю. Ну вот так вот, друзья. Спасибо вам огромное за просмотры, за пожелания, за комментарии. Я вам безмерно благодарна. Вот как-то так, друзья. Всем желаю здоровья, мира и благоденствия.